Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева. Двусторонняя встреча директора агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан Хуршеда Мирзо и заместителя председателя правительства Российской Федерации, руководителя аппарата правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко состоялась 9 октября в здании IT-парк Душанбе. Гости ознакомились с существующими возможностями современной инфраструктуры и достижениями резидентов IT-парк. Обсуждены вопросы цифровизации отрасли экономики, расширения двустороннего сотрудничества в сфере информационных технологий, развития инновационной экосистемы и поддержки стартапов. Отмечалось, что развитие цифровой экономики Таджикистана и эффективное сотрудничество с Российской Федерацией будут способствовать реализации совместных научно-технических проектов, внедрению передового цифрового опыта и укреплению человеческого потенциала в этой сфере. По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и реализации совместных инициатив в области инноваций и цифровых технологий. В Управлении культуры города Душанбе состоялось праздничное торжество, посвященное Дню Фалака. Это мероприятие было организовано по инициативе исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Его целью стало возрождение высокого искусства исполнения фалака, почитание талантливых исполнителей и популяризация национальных ценностей таджикской музыкальной культуры. Продолжение темы смотрите в нашем репортаже. Фалак – это не просто жанр народной музыки, а голос души таджика, зов неба и выражение самых чистых человеческих чувств. Он рождается из глубины сердца, из самой сути природы и из древней истории нашего народа. Именно поэтому ежегодно 10 октября с особым размахом отмечается День Фалака. В начале очередного мероприятия заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода выступила с речью, подчеркнув важное значение этого музыкального жанра для сохранения национальной идентичности. Было отмечено, что по инициативе лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 10 октября было внесено в календарь государственных праздников как День Фалака и ежегодно отмечается по всей стране. Фалак – это мелодия неба и земли. Это голос нации, который звучит в радости и в печали, в любви и надежде, в мечтах и страданиях, всегда живой в песнях и мелодиях. Фалак связывает нас с духовными корнями и учит благодарности за красоту жизни. В этот день зал управления культуры превратился в центр музыкального единения, красоты и чувств. Следует подчеркнуть, что под мудрым руководством лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, национальная культура и музыка были возрождены и заняли достойное место в обществе. Празднование Дня Фалака является символом уважения к исконному искусству и высокому культурному наследию таджикского народа. Также стоит отметить, что победители республиканского конкурса «Таджикистан. Моя любимая Родина» украсили сцену праздника своим высоким мастерством. В завершении мероприятия при участии руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе и управления культуры, ряду артистов, преподавателей и активных участников концертной программы были вручены благодарственные письма. Этот шаг стал выражением признательности за труд и преданность деятелей искусства, а также поддержкой их вклада в развитие и распространение национальной культуры. Ежегодно 10 октября в Таджикистане отмечается День Фалака, значимое событие, посвященное уникальному музыкальному жанру, который является неотъемлемой частью культурного наследия таджикского народа. И в связи с этим в республике проводятся различные мероприятия. Об одном из них расскажут мои коллеги.
В этом году в честь празднования Дня фалака Таджикский государственный институт культуры и искусства имени Мирзо Турсунзада организовал торжественное собрание, в котором приняли участие руководство и сотрудники вуза. В ходе мероприятия руководство института отметили, что фалак – это не просто музыка, а зеркало жизни таджикского народа, отражающее его радости и горести. Этот жанр, корни которого уходят вглубь тысячелетий, наполнен глубоким философским содержанием и вдохновляющими мелодиями. Фалак олицетворяет мечты, надежды и переживания таджиков, сопровождая их важнейшие моменты жизни. Особое внимание было уделено инициативе лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, который вел празднование Дня фалака на государственном уровне. Эта инициатива служит ярким свидетельством заботы высшего руководства страны о сохранении и развитии бесценного наследия таджикской культуры. Как отмечал глава государства, фалак – это своего рода символ существования таджикского народа, отражение трагической истории и в то же время урок жизни этого древнего народа. Эти слова подчеркивают важность сохранения национального наследия и нашу ответственность перед будущими поколениями. Фалак делится на несколько видов, и каждый из них отличается своим ритмом и мелодией. Но основной из всех этих жанров является фалаки-роги, который дошел до нашего времени. Празднование Дня фалака стало важным направлением государственной культурной политики в эпоху независимости Таджикистана. Этот традиционный музыкальный жанр занимает достойное место в развитии национальной культуры страны и был официально включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО на 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Париже 15 декабря 2021 года. Проведение обучающих мероприятий и интеллектуальных соревнований создает условия для развития навыков и умений, а также для повышения уровня знаний учащихся. С этой целью в столице регулярно проводятся подобные мероприятия. В настоящее время в районах города Душанбе проходит первый этап предметных олимпиад. Следующий репортаж посвящен этой теме. На основании планов мероприятий соответствующих структур ежегодно в стране проводятся предметные олимпиады, которые проходят в 4 этапа. Первый этап является школьным и в настоящее время продолжается в районах города Душанбе. На этот раз школьный этап соревнования был организован в общеобразовательном учреждении номер 65 района Шох-Мансур. Мероприятие было проведено при сотрудничестве с Центром развития талантов района на должном уровне, и в его ходе приняли участие представители соответствующих структур. Следует отметить, что в данном мероприятии приняли участие десятки одаренных и активных учеников из разных классов. Основная цель проведения этих интеллектуальных соревнований – выявление талантливых и творческих учащихся, пробуждение у них интереса к изучению наук и создание благоприятных условий для развития их интеллектуальных способностей. Ежегодно ученики этой столичной школы принимают участие в районных и городских этапах олимпиад и занимают почетные места. Это свидетельствует о том, что с каждым годом процесс изучения естественно-научных, точных и математических дисциплин в общеобразовательных учреждениях района Шох-Мансур улучшается. Проведение таких олимпиад также способствует достижению целей 20-летия обучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Именно поэтому ежегодно эти мероприятия проводятся на должном уровне. Стоит подчеркнуть, что общеобразовательная школа номер 65 района Шох-Мансур является одним из крупнейших учебных заведений района. В ней постоянно организуются различные мероприятия, направленные на повышение интереса учащихся к изучению точных наук. В настоящее время в школе созданы хорошие учебные условия, обеспеченные привлечением опытных педагогов. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Будьте здоровы, до новых встреч!